ЛДПР подвела итоги уходящего года. 2020, несмотря на пандемию, оказался для партии плодотворным и запомнится в том числе успехами на выборах в регионах. Так, в этом году либерал-демократам удалось получить сразу 3 депутатских мандата в Госсовете Коми. Впрочем, такие результаты не повод расслабляться, отмечают в региональном отделении. Партийцы продолжают проводить активную агитационную кампанию и готовятся к выборам в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Необходимо хорошие начинания этого года продолжить на 2021 год. Это было одной из задач, поставленных, поскольку в 2021 году у нас будут выборы в Государственную Думу. Но, в принципе, работу по выборам, вообще вот эту предвыборную агитацию, предвыборную эту кампанию мы никогда не прекращали. Для общения с населением партия использует разные, в том числе нестандартные форматы. Один из них — специальные автобусы ЛДПР, которые курсируют по стране и собирают обращения жителей. На сегодняшний день таким образом партийцам удалось посетить более 30 районов в 5 регионах России. Наша республика не стала исключением. Чаяния жителей Коми в основном касались вопросов, связанных с безработицей, медициной, социальной поддержкой и состоянием инфраструктуры и дорог. Люди видят автобус, который курсирует, предположим, по территории Сыктывкара и другого района, оно само по себе вызывает какой-то определенный интерес. Люди видят этого. Плюс ко всему, в интернете мы выкладывали, какие периоды времени, где, когда будут какие, скажем так, остановки. Люди выходили, да, не всегда хотели писать, иногда просто в устной форме обращались к Владимиру Вольфовичу. Под конец года ЛДПР провела 32-й съезд, на котором делегаты поддержали переизбрание Владимира Жириновского на пост председателя партии. После он обозначил основные направления деятельности, а также отметил, что если ЛДПР не будет замедлять шаг, то у нее есть все шансы стать второй партией в стране.